Сегодня по инициативе Всемирной организации здравоохранения отмечают День охраны здоровья уха и слуха. В преклонном возрасте у большинства людей начинают снижаться слух, но это поправимо. Врачи-сурдологи могут подобрать специальный слуховой аппарат, он вернет способность слышать. Гораздо серьезнее проблема стоит в детском возрасте. Не слыша звуки, ребенку почти невозможно развиваться полноценно. Как врачи Республиканской детской больницы помогают таким детям, расскажет Татьяна Иванова. Го-го, лошадка, лошадка. Держи. Четырехлетний Андрей с удовольствием приходит в детскую больницу на занятия. Сейчас очень важный период в его жизни. Необходимо научиться говорить и понимать речь. Вместе с близнецом, сестренкой Кирой, дети родились раньше срока. Андрей после рождения 1,5 недели находился на искусственной вентиляции. В последующем врачи обнаружили у мальчика врожденную тугоухость. Для того, чтобы вернуть слух, необходимо сделать операцию и носить слуховой аппарат. А пока важную роль в его жизни занимают уроки с логопедом и сурдопедагогом. Очень хорошо помогает. Елена Александровна, очень хороший специалист, она его, конечно, очень помогла развиваться. Он уже начал дома разговаривать потихонечку, слова повторяет. Ежегодно в детский центр сурдологии с врожденными пороками слуха обращаются от 6 до 8 детей. И сразу для них начинают реабилитацию. Подбирают слуховой аппарат, решают вопрос о проведении операции в федеральных клиниках. Родились у меня двойняшки 8 марта. Очень были рады. Но 6 месяцев мы заметили, что она не слышит одна. Допустим, когда двери хлопаются, не вздрагивает. Мы обратились к сурдологу, нас поставили на учет, после чего прошли комиссию. Сначала мы носили простые аппараты, потом комиссию прошли и на кохлеарный имплант нас отправили. Мы очень довольны. С 2008 года уже 69 детям из Чувашии провели операцию. До этого в России вообще не делали кохлеарную имплантацию детям. Сейчас она совершенно бесплатна для каждого нуждающегося ребенка. Это дает возможность предупредить отставание в интеллектуальном развитии. Илье Мурашкину 11 лет. Ему тоже сделали операцию. Каждый год он проходит курс реабилитации, учится в общеобразовательной школе. Ему нравится учиться, читать, заниматься танцами. Он заучивает наизусть стихи. Над могилой тихо в парке расцвели тюльпаны ярко. Вечно тут огонь горит. Тут солдат советский спит. Больше 10 лет во всех перинатальных центрах республики врачи проводят аудиологический скрининг каждому новорожденному, тем самым выявляя нарушение слуха в самом раннем возрасте. Основными причинами развития нарушений слуха являются, в первую очередь, это отягощенная беременность, связанная внутриутробными инфекциями ребенка, генетические заболевания, воздействие вредных привычек матери, курение и алкоголь, применение во время беременности, также токсические действия химических препаратов во время беременности матери и такая глубокая недоношенность 3-4 степени. На сегодняшний день в Центре сурдологии при Республиканской детской больнице наблюдаются 537 детей со всей республики. У каждого индивидуальная программа реабилитации. Татьяна Иванова, Михаил Солин, Вести Чебоксары.